Добрый день, в эфире новости, в студии Джангал Дюйшинбекова. Кыргызстан и Россия договорились и дальше укреплять между собой союзничество и стратегическое партнерство. Декларацию об этом накануне в Кремле подписали Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин. Всего по итогам переговоров подписаны 11 документов. Среди них договор о развитии военно-технического сотрудничества, соглашение по обеспечению эпидемиологического благополучия, документ о правовом статусе представительств компетентных органов в сфере миграции, а также меморандумы о сотрудничестве между государственными ведомствами двух стран. И, наверное, особо нужно отметить, стороны подписали документ об урегулировании задолженности Кыргызстана перед Россией по ранее взятым кредитам. Москва списывает Бишкеку весь оставшийся долг. Это 240 миллионов долларов. После церемонии подписания документов президенты подвели итоги переговоров. Как отметил Владимир Путин, сегодня двустороннее взаимодействие вышло на уровень по-настоящему стратегического партнерства. Россия, по его словам, продолжает безвозмездно помогать Кыргызстану и не только финансово, но и в укреплении обороноспособности страны. В свою очередь Алмазбек Атамбаев добавил, что благодаря поддержке братской России в Кыргызстане реализовываются крупные проекты в области экономики, торговли и культуры. Президент Кыргызстана также отметил о важности интеграции страны в ЕАЭС. Благодаря участию в этом союзе значительно улучшились условия пребывания трудовых мигрантов. Важной составляющей стратегических отношений России и Киргизии является военно-техническое и военное сотрудничество. Уверен, что реализация подписанного сегодня межгосударственного договора о развитии ВТС внесет существенный вклад в дальнейшее укрепление обороноспособности Киргизии. Сегодня мы также подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ. Вот и сегодня обменялись наши министры финансов протоколом об списании всех долгов Кыргызстана, остатков всех долгов Кыргызстана перед Россией. И сегодня, когда мы обсуждали повестку дня, мы видим, что практически нет каких-либо разногласий, а есть только планы и перспективы на будущее. И благодаря вступлению в Евразийский экономический союз очень мы видим резкий рост товарооборота, как вы отметили, 23%, рост переводов наших трудовых мигрантов. И главное, мы видим, как намного легче стала жизнь граждан Кыргызстана, которые работают здесь. Состояние 4 пострадавших в результате взрыва на газозаправочной станции в Ананьево остается тяжелым. Врачи продолжают оказывать им необходимую помощь. Между тем, сегодня министр чрезвычайных ситуаций рассказал, что могло стать причиной взрыва на станции. По словам Кубатбека Буронова, предварительно катастрофа произошла из-за грубых нарушений техники безопасности. По рассказам очевидцев, на станции проводились сварочные работы, а закачка газа шла из одной цистерны сразу в 3 цистерны с использованием насоса, изготовленного кустарным способом. На месте ЧП сейчас продолжают работать члены Госкомиссии по экспертизе. Напомним, взрыв на газовой станции произошел в минувший понедельник. Погибли мужчина и его 10-летний сын. 8 человек с обширными ожогами были доставлены в больницу. 2017 год в Кыргызстане стал рекордным на чрезвычайные ситуации. За прошедшие 5 месяцев этого года, как отметили в МЧС, только оползней было в 9 раз больше, чем за весь 2016 год. Если в этом году сошло 160 оползней, то в прошлом всего 17. Помимо природных катаклизмов выросло число и техногенных катастроф. Всего, по данным МЧС, за неполные полгода произошло 277 чрезвычайных ситуаций, в которых погибло 102 человека. А материальный ущерб составил более полумиллиарда сомов. При этом за весь прошлый год ЧС было 120.
На руднике Талдыбулак-Левобережный случилось вновь ЧП. Накануне там с высоты сорвались 2 бурильщика. Оба погибли. На месте создана комиссия, она начала разбирательство. Отметим, это уже 2-й случай на руднике, в котором происходит гибель человека. Буквально неделю назад на водителя обрушилась горная порода. Все 3 погибших являются гражданами Китая. В 2015 году Государственная регистрационная служба выплатила своим сотрудникам более 4,5 миллионов сомов за вредность работы на компьютере и работу в опасных условиях труда. Однако оценку уровня вредности условий труда никто не проводил. Счетная палата считает доплату сотрудникам ГРС необоснованными. Выплаты производились за вредность работы на компьютере, за тяжелые работы и работы в опасных условиях труда без проведения соответствующей аттестации и без учета степени вредности условий труда, сообщают в ведомстве. В ходе аудита Государственной регистрационной службы были обнаружены финансовые нарушения на более чем 7,5 миллионов сомов. Руководству ведомства было рекомендовано рассмотреть ответственность должностных лиц ГРС, а результаты аудита были направлены в Джугурку-Кенеш, правительство и налоговую службу. Необоснованные выплаты заработной платы составили 4 миллиона 800 тысяч сомов. Кроме того, аудитом установлены резервы и потери бюджета на 84 миллиона сомов, нерационально использованные средства на 7,3 миллиона сомов. По итогам аудита Счетной палатой даны предписания по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков в работе ГРС. Яркие кыргызские национальные наряды, головные уборы и музыкальные инструменты блистали накануне на сцене Кремлевского дворца. С этого концерта начались Дни кыргызской культуры в России. Мероприятие собрало в одном зале и москвичей, и наших соотечественников. Для последних это событие стало больше, чем просто зрелищный перформанс. Находясь уже по несколько лет вдали от родины, услышав народные песни на родном языке, у многих наворачивались слезы. Восторженные отклики последовали и от москвичей. Ново и интересно, ярко и самобытно. А сложилось у них такое впечатление благодаря эффектным номерам, к примеру, инструментального фольклорного ансамбля «Камбаркан», ансамбля танцев «Ахмарал», оперных и эстрадных исполнителей и, конечно, монасчи. Культурный обмен и укрепление дружбы народов прошло на ура. На площади у входа в Кремлевский дворец сотни людей. Многие из них, завидев кого-то в толпе, улыбаются и идут обниматься, будто родные. А все потому, что соотечественники. Некоторые из них одеты в национальную одежду. Сегодня тот самый случай, когда это уместно. В Москве стартовали Дни кыргызской культуры. Для участия в концертных мероприятиях по этому поводу в российскую столицу приехали и певцы, как эстрадные, так и фольклорные, а также музыканты и танцоры. Дни культуры приурочены к государственному визиту Алмазбека Атамбаева в Российскую Федерацию. Продлятся они 15 дней, причем пройдут в нескольких регионах страны. Кроме концерта, запланированы выставки, а также показ кыргызского кино. Однако открытие, разумеется, проходит в Москве. И что примечательно, в этот раз на одной из самых больших сцен – в Кремлевском дворце. А объект этот не только культурно-исторический, но и стратегический. В этой связи всех желающих попасть на концерт тщательно досматривали. Концерт начался в назначенное время. Приветственное слово взял министр культуры нашей республики Тугульбай Казаков. Выразив благодарность принимающей стороне, он подчеркнул, что общность истории и культуры народов двух стран исчисляется столетиями неразрывных уз дружбы, братства и доверия. И сегодняшнее мероприятие нацелено на их еще большее укрепление. Следующим выступил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который напомнил, что Кыргызстан для него является родиной, ведь он родом из Канта, чем вызвал бурные аплодисменты в зале. Киргизия моя родина, я там родился в Канте, и это часть земли, которая для меня свята, потому что не в этом зале мне напоминать киргизскую мудрость, что там, где первая капля крови упала на землю, туда принесешь умирать. Я не знаю, честно говоря, так уж скоро, но если придется, то приеду в Киргизию, и это правда, потому что это действительно моя
родина очень важная для меня. Сама концертная часть началась с прочтения эпоса «Манас». Следом выступил танцевальный ансамбль «Акмарал». Своей виртуозной игрой на инструментах зрители удивляли большой симфонический оркестр и инструментально-фольклорный ансамбль «Камбаркан». Кыргызская эстрада была представлена уже знакомым для россиян Кайратом Примердиевым, а также Токтубеком Асаналиевым. Этот концерт для наших соотечественников, проживающих в России, стал не просто культурной вылазкой, но и в то же время на фоне тоски по своей стране возможностью хоть на немножко ощутить себя в родной обстановке. Берде жана Москва кайрыктары деген адабий бирикме бар да. Келип калдым. Бесподобно. Очень интересуюсь восточными культурами. И вот сегодня получила очень широкое представление о киргизских мелодиях, об эпосе в частности. Об эпосе «Манас», да? Да, изучаю древневосточный эпос, но с киргизским не была знакома, а вот сегодня он представлен для меня в первый раз. 6-8 болып қалды. Анан кейін ішіміз жақсы эле, Кудайга шүгүр. Баягы тамыр саска киргенден кичине жеңилдиктер бар. Отличный концерт. Прям впечатлений масса. Концерт продлился 1,5 часа. Каждое выступление, будь то танец или песня, зал встречал бурными овациями. Елена Яковлева, Акмарал Сабатар, Самат Дулютахунов, НТС, Москва. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.